Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день» в студии Екатерина Винокурова. Я желаю вам сегодня только хороших, добрых новостей и отличного настроения. 28-й день октября, день недели среда. И вот какими памятными датами и событиями известен этот день. Так, сегодня отмечается Международный день анимации, а также Всемирный день дзюдо сегодня. На 9-й день 9-го месяца по лунному календарю приходится китайский праздник Чуньян. Еще его называют в народе праздник двойной девятки. В древности этот день считался счастливым. В 1886 году в Нью-Йорке в этот день состоялось официальное открытие статуи Свободы. Статуя Свободы, как вы знаете, стоит на реке Гудзон в Нью-Йоркской гавани и служит приветствием для гостей, мигрантов и для возвращающихся на родину американцев. В России сегодня день создания армейской авиации, также день бабушек и дедушек, поэтому не забудьте их поздравить, а лучше навестите их сегодня. Всероссийский день гимнастики также сегодня отмечается. А родились в этот день основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и голливудская киноактриса Джулия Робертс. Если наряду с этими именитыми звездами, именами родились и ваши знакомые и друзья, то можете поздравить их смело посредством нашего WhatsApp номера 8 914 279 2262. Ну а далее прогноз погоды на канале НВК Саха. Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 13, минус 15 градусов. Днем ожидается до минус 9, минус 13. В Заречье минус 9, минус 17 утром, днем минус 17, минус 13 градусов. В южных улусах минус 10, минус 11 утром, днем до минус 7, минус 9 градусов. В Вилюйских улусах минус 10, минус 23 утром, днем минус 6, минус 15. В Нижнеленских минус 17, минус 28 утром, днем минус 15, минус 21 градус. В западных улусах минус 9, минус 11 утром, днем минус 4, минус 7. В Колымайдзигирских улусах минус 8, минус 15 утром, днем минус 5, местами минус 15 градусов. В Янских улусах минус 14, минус 17 утром, днем также минус 14, минус 17. В северо-западных улусах минус 14, минус 27, днем минус 10, минус 24 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 14 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 9, минус 11 градусов. А на предприятии Словакии совместно с украинскими специалистами выпустили школьный автобус-внедорожник. Новый Торсус Приториан предназначен для самых сложных школьных маршрутов в мире. Способен он доставить детей в школу по самому тяжелому бездорожью. Вместе с тем транспорт удобен в салоне. Там предусмотрены полки для рюкзаков. Оборудован он внутри 35 сиденьями. В салоне установлены сиденья с полимерным защитным покрытием и универсальными ремнями безопасности, складным подлокотником и опорой для бедер со стороны прохода. Автобус построен на полноприводном шасси грузовика МАН. Машина оснащена почти 7-литровым турбодизелем мощностью в 290 лошадиных сил. Кузов Торсус Приториан сделан из стального пространственного каркаса и панелей из композитного материала. Они также покрыты защитным полимерным покрытием типа Line X. Длина машины 8700 мм, ширина 2,5 мм и высота 3600. Вес авто составляет 13,5 кг.
Автомастера сделали уникальный автомобиль, совместив BMW и Таврию. А российские железные дороги представила плацкартный вагон нового поколения образца 2021 года. Создатели нового вагона постарались обеспечить максимальный комфорт и реализовать при этом интеграцию современных технологий. По словам компании РЖД, новый вагон является ничем иным, как плацкартом повышенной комфортности. В таком вагоне есть 4 места в купе и по 2 боковых места. Ширина увеличена на 10%, длина на 73 сантиметра. Такой подход значительно увеличил доступное пространство внутри. Отмечается, что спальные места и места для размещения багажа также увеличились. Более того, в общих зонах появились интегрированные прямо в вагон микроволновки, холодильники и даже душевые кабинки. Полки в купе разделены между собой при помощи перегородки в виде шкафа, который может использоваться для хранения каких-либо вещей. Не обошлось и без комфортабельных туалетов, которые оборудованы всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. У всех полок имеются не только розетки и USB-порты, но еще и помимо этого индивидуальные светильники. В ближайшие годы РЖД собирается обновить весь свой подвижной состав на такие плацкартные вагоны. Первые поезда с такими вагонами начнут курсировать на основных маршрутах, в том числе по направлению Москва-Адлер уже во второй половине 2021 года. Отмечается, что повышать стоимость на плацкарт не планируется, так как она регулируется государством и не может стать меньше или больше, в зависимости от того, новым окажется вагон или наоборот старым. Ну а гороскоп на среду 28 октября расскажет, что готовят звезды. Как не упустить шансы и справиться с вызовами этого дня. Ваш жизненный опыт пополнится важными уроками. Они сделают вас мудрее и, конечно же, успешнее. Ваши начинания больше не будут терпеть неудачи. Ну а более подробный гороскоп для каждого из знаков смотрите далее. Источник дохода, на который рассчитывали овны, на какое-то время может иссякнуть. Будьте более ответственными в деньгах, откажитесь от покупок, если в этом нет необходимости. Иначе можете совершить очередную глупость. Тельцам пора открыть глаза и принять истину такой, какая она есть, даже если в этом случае красота иллюзии развалится. Для такого рационального человека, как вы, лучше столкнуться с реальностью, чем застрять в мыльном пузыре, который все равно бы лопнул. Возвращайтесь к реальности для вашего же блага. Никто не превзойдет близнецов в таланте и поддержке, которые вы покажете. Сегодня вы будете в центре внимания и получите заслуженные комплименты. Укрепите свою социальную позицию. Раки. Проведите день в компании любимого человека, ведь атмосфера будет способствовать романтике, нежности и тем приятным жестам, которые вы оба ждете друг от друга. Будьте более щедрыми в знаках любви, потому что за все, что вы предложите, вы можете получить взамен вдвое больше. Львы. Вы надежные коллеги, которые всегда готовы взять на себя самые сложные задачи. Вы успешно завершите даже самые сложные проекты и вызовете уважение и восхищение окружающих. Может быть, из-за этих качеств вас продвинут на ответственную должность. Девы. Отстранитесь немного от покоривших вас событий и внимательно прислушайтесь. Много полезной информации сейчас может прийти к вам, но если вокруг много шума и если вы нечетко все видите, вы упустите свои шансы. Весы. Одни ставят под сомнение ваши старания, другие считают, что вы выбрали не лучший способ достижения желаемых результатов, либо уверены, что все делали неправильно. Аргументируйте свою точку зрения и не повышайте голос без причины, потому что от агрессии вы не выиграете. Скорпионы. Вы не будете знать, как реагировать на события этого дня, ведь в нем будет всего понемногу. У вас появится повод для счастья, но также и для беспокойства.
У вас будет выигрыш, но также и за что платить. Прежде чем делать выводы, подождите, пока все успокоится. Стрельцы. Чтобы начать новый проект, о котором вы мечтаете и в который вы вложите огромные творческие ресурсы, вы должны сначала освободить место и время, поэтому не начинайте ничего другого. Просто держите их в поле зрения, избавьтесь от старых задач, и тогда вы будете полностью свободны для нового вызова. У козерогов могут появиться два одинаково интересных направления, которые привлекут вас, но вы все равно не сможете успешно пройти оба одновременно. Не отказывайтесь от второго плана, просто отложите его, потому что вы сможете заняться им чуть позже. Водолеи сегодня станут частью одного из двух лагерей и закончат день с чувством радости, полного удовлетворения от того, что вы нашли что-то полезное и сделали еще один шаг вперед, став богаче интеллектуально или духовно. Рыбы. Срочно откажитесь от привычки, которая, как вы знаете, вредна для вас. Вы находитесь в той фазе своей жизни, когда нужно набраться храбрости, чтобы освободиться от всего, что держит вас в плену. Это сложно, но вы увидите, что вы сможете остановиться и выбросить источник своего плена. Наберитесь смелости и освободитесь. Добро пожаловать в новый день. Далее хочу передать слово своим коллегам из информационной службы, после чего мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования на создание мест в школах. Также поддержку школ с низкими образовательными результатами предусмотрят в нацпроекте образования. Президент отметил и необходимость обеспечить соответствующую инфраструктуру с безопасным доступом в сеть при подключении школ и колледжей к интернету. Финансирование пройдет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Вопрос проработает правительство страны. Кроме того, глава государства поручил обеспечить разработку верифицированного, то есть проверенного и подтвержденного цифрового образовательного контента для школ в соответствии с федеральными образовательными стандартами. Около 800 детей посещают дежурные группы детских садов в Якутии. Более 60 детских садов продолжают принимать ребятишек, работников бесперебойных производств и экстренных служб. К ним относятся дети учителей, врачей, полицейских и других социально значимых профессий. Так, 4 дежурных сада работают в Жиганском районе, 32 в Нюрбинском, 11 в Татинском и 12 в Верхневилюйском и 2 в Хангаласском районах Якутии. 734 учреждения продолжают работу в штатном режиме. В настоящее время карантин объявлен в 7 дошкольных учреждениях, в том числе из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Сунтарском, Хангаласском, Вилюйском и Усть-Алданском районах. Детский сад поселка Чукурдах Алайховского района приостановил работу из-за выявления случая заболевания коронавирусной инфекцией. Правительство продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обычно они выдаются гражданам на 6 месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявления и документы, подтверждающие нуждаемость. Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября. Выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется еще до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидий истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие 6 месяцев без подачи заявления и документов. Воздушные подушки продолжают курсировать от Якутска до Нижнего Бестяха. На маршруте работают 20 хиосов. Цена при этом не меняется уже несколько лет. За одного пассажира берут 1500 рублей. Из-за текущей педобстановки, говорят водители, желающих перебраться на другой берег очень мало. По словам судовладельцев, в скором времени, как только пойдет мелкий рыхлый лед, шуга, начнется пересадка пассажиров на аэроботов «Тайфун». Тариф в этот период вырастет. Строительство нового учебного корпуса Якутской кадетской школы-интерната запланировали на 2022-2023 годы в столице республики. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Кроме того, на базе школы-интерната планируется создание лагеря военно-патриотического воспитания «Авангард». По информации министерства, за 20 лет десятки тысяч детей приняли участие в снежном барсе от школьного до республиканского уровней. Победители регионального этапа представили республику во всероссийском военно-спортивном конкурсе «Победа». Ежегодно в течение 5 лет входят в десятку сильнейших команд России.
В Якутии мобильный технопарк «Кванториум» до конца года обучит 1000 школьников. Это передвижной автомобильный комплекс, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, в том числе лабораторией, программным обеспечением и учебной литературой. Комплекс уже прибыл в Якутск и является первым в регионе. Работа мобильного технопарка «Кванториум» планируется в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском и Намском районах, а также в пригородных школах Якутска. Традиционные якутские ножи признаны лучшими в стране. В Москве завершилась 41-я международная выставка-продажа «Клинок традиций и современность». На форуме мастера из разных регионов России и зарубежья представляют ножи и другое уникальное холодное оружие. Участником выставки стал Александр Ючугяев. Он из Татинского района. Уже больше 40 лет он занимается изготовлением якутских ножей. Становился призером различных республиканских конкурсов и впервые решился поехать на международную выставку. Якутянин увез на родину сразу 3 приза в 3 номинациях, в том числе в категории «Лучший национальный нож». На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса – якутская компания. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Как получить справку о признании семьи малоимущей и справку о получении ежемесячного пособия? В чем их отличие, зачем они нужны и кто их может получить? На все эти вопросы нам сегодня ответит специалист Центра «Мои документы» Наталья Атласова. Прямо сейчас она с нами на прямой связи. Наталья, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Так что это за справки? И вроде по сути они одинаковые. В чем их разница? Да, по своей сути эти справки абсолютно одинаковые, да, то есть служат одной цели, это подтвердить, что семья или одиноко проживающий гражданин являются малоимущими. Отличие данных справок состоит только в получателях, то есть в первом случае получить эту справку могут только семьи, в случае, когда о получении пособия, да, получить могут семьи, которые уже получают ежемесячное пособие на ребенка, и то есть по условиям этой семьи уже априори являются малоимущими. Данная справка ранее не предоставлялась отдельной в виде услуги, она предоставлялась как дополнительный результат к ежемесячному пособию на ребенка. Но сейчас Министерством труда этот порядок был пересмотрен, и теперь ее можно подать отдельно как услугу. Как известно, не все малоимущие семьи получают ежемесячное пособие на ребенка, поэтому данную справку дополнительно предоставили возможность получить и другим семьям, например, тех, у кого нет детей школьного возраста, да, и одиноко проживающим гражданам. Ну а где можно получить, да, подать заявление на данные справки? И какие для этого требуются документы?
Получить данную справку можно на портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия eyakutia.ru, либо непосредственно в управление социальной защиты. Для получения справки о получении ежемесячного пособия необходимо подать только заявление, то есть не требуется прикладывать никаких документов. Это очень удобно в части портала, потому что там только нужно заполнить и отправить. Что касается справок о признании семьи малоимущей, то потребуется предоставить полный перечень документов как для ежемесячного пособия, в том числе все документы, подтверждающие наличие либо отсутствие всех доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина. И для подачи по обеим услугам потребуется обязательно подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. Наталья, ну а для чего нужны данные справки? Да? Известно, что в народе их называют справки на молочную кухню. Да, эти справки называют справками на молочную кухню, и не зря. Эта справка предоставляется, например, специализированные пункты выдачи молочной смеси для детей до 3 лет. Это одно из самых востребованных направлений, соответственно, в народе сохранилось такое название. Но в целом эту справку можно предоставить, например, в администрации для получения разовых выплат, можно предоставить в школу для получения горячего питания бесплатного, да, и для детские сады для компенсации части родительской оплаты. То есть для получения социальных выплат. Наталья, если заявление было подано через госуслуги, где можно получить, ознакомиться с результатами? Если заявление подано через портал, то результат поступит в виде скана в личный кабинет, но так как почти везде требуются оригиналы, то потребуется в управлении социальной защиты по месту постоянной регистрации получить оригинал. Также хотелось бы отметить, что эта справка действует 1 календарный месяц, поэтому по истечении срока потребуется переподать заявление и получить новую. Наталья, спасибо вам большое. Напомню, с нами на прямой связи был специалист Центра «Мои документы» Наталья Атласова. Спасибо за полезную утреннюю информацию. Более подробно, я думаю, можно ознакомиться на сайте госуслуг, а также Центра «Мои документы». Мы продолжаем. Сегодня я хочу напомнить, что отмечается Всемирный день дзюдо. И героем нашего следующего сюжета стал стойкий, волевой и очень амбициозный молодой человек. Он является кандидатом в мастера спорта по дзюдо, мастером спорта по самбо, призер и победитель различных соревнований, спортсмен по парапауэрлифтингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Ренат Жангиров. Так сложилось, что в 2016 году в результате тяжелого несчастного случая молодой человек получил травму и лишился обеих ног. Но несмотря на все это, он сумел встать на ноги, и сегодня он является примером не только для всех молодых людей, но и для нас, для всех. 16 августа 2016 года для молодого, жизнерадостного и спортивного паренька из якутского поселка Махсагалох стало переломным. В тот день ничего не предвещало беды. Ренат готовился к своему 22-летию и ждал приглашения на работу в авиакомпанию, ведь тем летом он окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации. Пока искал работу, отправил анкеты свое резюме отправил в авиакомпанию в несколько. Пока ждал от них ответа, получается, летний сезон был, надо было работать, как-то жить, чтобы на родительской шее не сидеть. И решил устроиться на завод временно, подработать. На этом заводе есть электрокара, маленький вагончик, можно сказать, по рельсам ездит. Он перевозит большую цистерну с замесом, с бетонным замесом. Я ее должен сопровождать. И при сопровождении, я на ней сидел, при сопровождении за колесо, там шестерни большие железные колеса, шнурок или штанина зацепилась. Сначала одну ногу затянула, потом другую. Идти дальше и не сдаваться помогли близкие и родные люди. Настоящей судьбой в жизни Рената оказалась его девушка, которая не только не испугалась проблем, но и всячески поддерживала своего любимого. Как появились дети, день у нас начинается с кормления детей, с успокаивания, подготовки к наступившему дню. Займемся детьми, потом я ухожу на работу, возвращаюсь, снова опять дети.
Ну и в последнее время что-то тренировки пропускаю, но стараюсь заниматься. Я с 6 лет занимался дзюдо, самбо. Мои дети тоже будут заниматься либо дзюдо, либо самбо. Ну, какие-нибудь единоборствами. Это обязательно. Не прошло и года, как после травмы Ринат вернулся в спорт, ведь без привычных ему физических нагрузок он просто не представлял своей жизни. Самбо, дзюдо, пауэрлифтинг, бразильский джиу-джитсу – везде он первый, везде победитель. Нет ничего невозможного. Все реально, все в твоих руках. Бери и делай. Тут же появится и поддержка от остальных. Люди потянутся. Преодолев все трудности, у Рината появилось острое желание жить и помогать другим. Сегодня он ведет свой ресторанный бизнес, занимается строительством и благоустройством родного поселка. Также совсем недавно Ринат выкупил старое здание и ремонтирует его под адаптивный центр спорта. Здесь у нас в дальнейшем планируется открытие гостиницы. Спальная комната будет для приезжих спортсменов, те, кто будут проходить здесь сборы. Нельзя опускать руки, нужно искать какую-то мотивацию, ставить себе какую-то цель и вот конкретно идти к ней. В жизни есть очень много преград, которые не всегда можно переломить одной лишь силой. А если все-таки таковая и есть, то это сила духа. Пока человек силен, он всегда герой. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека, давно вышла за пределы группы риска, как это было еще 20 лет назад, когда она распространялась в основном среди потребителей инъекционных наркотиков. Нередко ВИЧ сегодня диагностируют у вполне благополучных людей. Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в нашей республике мы сегодня поговорим с врачом-эпидемиологом отдела клинической эпидемиологии Центра СПИД Айной Домотовой. Айна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как вы сейчас работаете, какие функции перешли на онлайн, либо вот в прежнем режиме работаете? За консультативно-диагностической помощью, профилактической помощью можете обратиться к нам в центр, расположенный по адресу город Якутск, улица Стадухина, 81/8. Также в состав нашего центра входят 2 наших филиала, расположенных в городах Мирный и Алдан. В настоящее время мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
Ну, какова на сегодня статистика ВИЧ-инфицирования в нашей республике? Насколько возросли показатели за последнее время и возросли ли? Ага. Ну, кумулятивно за все годы наблюдения, да, в республике всего зарегистрировано 2660 ВИЧ-инфицированных. Из них граждан Российской Федерации 2010, иностранных граждан 264 и прибывших с установленным диагнозом с других регионов Российской Федерации составляет 394. ВИЧ-инфекция регистрируется в 32 муниципальных образованиях республики, где большой удельный вес приходится на районы Мирный, Ленск, Алдан, Нерюнгри, Мекен и город Якутск. Вот за 9 месяцев этого года всего выявлено 129 ВИЧ-инфицированных, из них граждан Российской Федерации 104, иностранных граждан 2 и прибывших с установленным диагнозом 23. Благодаря просветительской, профилактической, большому охвату обследования населения на антитела к ВИЧ, быстрому началу лечения антиретровирусной терапией, прирост новых случаев заболевания снижается. А кто вот чаще все-таки подвержен риску, да? Люди какого возраста и зависит ли это от социального статуса? Если ранее мы говорили, да, то, что ВИЧ-инфекция регистрировалась в группах повышенного риска, это потребители инъекционных наркотиков, занимающиеся проституцией с нетрадиционной ориентацией, то сейчас ВИЧ-инфекция вышла в общую популяцию. Сейчас любой человек, вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, образования, может заразиться этой инфекцией. В общей структуре ВИЧ-инфицированных у нас преобладают мужчины, это 63%, а удельный вес женщин составляет 37%. Если ранее ВИЧ-инфекция регистрировалась более в молодых возрастах, это 15-29 лет, то особенностью этого периода является то, что ВИЧ-инфекция сместилась в более возрастные группы. Это у нас 30 лет и старше, как и среди мужчин, так и среди женщин. Но как выявляется ВИЧ? Вот, допустим, у старшего поколения, да? В основном у нас все проходят через медицинские образования, медицинские учреждения во время прохождения медицинского осмотра, во время подготовки к стационарному лечению, или кто-то уже сдает сам добровольно. Айна, вот скажите, вот существует такое мнение, что ВИЧ, он может маскироваться под различными болезнями и может быть выявлен очень поздно. Возможно такое, да? Так, одной из особенностей, да, нашей инфекции является то, что он может жить в организме человека годами и может быть никаких симптомов. В основном симптомами первыми бывают это как у ОРВИ. Поэтому обычно люди не обращаются. Какие профилактические мероприятия проводятся? Центр СПИД наш на протяжении многих лет проводит экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, на вирусные гепатиты среди различных слоев работающего и неработающего населения, среди студентов, вузов, СУЗов, среди групп повышенного риска, среди асоциальных групп, это бомж и бомбар в спецприемниках, а также социальных акциях «Путь к дому». Проводятся выездные командировки в районы в целях повышения информированности населения. Также проводятся лекции, беседы, ярмарки в целях по вопросам по ВИЧ-инфекции. А также тесно сотрудничаем с нашими медицинскими организациями. Проводятся лекции, тематические занятия, семинарские занятия по вопросам ВИЧ-инфекции. Айна, спасибо вам, благодарю вас за разговор. Отличного вам дня, плодотворной работы. Действительно, уважаемые телезрители, очень важно знать свой ВИЧ-статус. Будьте здоровы, проверяйтесь обязательно. Конец октября, это значит, что в Якутии начинается забой скота. Народ Саха является одним из самых северных скотоводов в мире. Наши предки издревле держали крупный рогатый скот и, конечно же, коней. Все это они
употребляли в пищу. Ни одна из частей туши не пропадала зря. Готовили практически все, а то, что нельзя, умело применяли в быту и в своем хозяйстве. Одним из таких старинных блюд, которое нынче практически забыто, является суп из говяжьих хвостов. Именно это блюдо и приготовили на днях сотрудники исторического парка «Россия. Моя история» совместно с мэтром якутской национальной кухни Иннокентием Тарбаховым. Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня выпуск необычный, поскольку у нас в гостях шеф-бренд ресторана «Тагандархан» Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов. Добрый день, дорогие наши зрители, слушатели. Сегодня мы будем готовить один из традиционных блюд народа Саха. Мы в самом крайнем севере из тюркских народов, это мы скотоводы, которые испокон веков мы держим крупный рогатый скот. Поэтому сегодня мы вам хотим показать суп из скотского хвоста. Сегодня у нас ингредиенты – это мука, соль, зеленый лук и вода. Сначала порубим на мелкие кусочки и отправим их в горшок. Мы уже разрубили хвосты по своим этим. И теперь мы промываем и будем ложить вот горшочек для варки супа. И теперь это мы будем ставить на огонь. Прошло 2,5 часа. Суп, бульон у нас готов. Мы сейчас вытащим мясо и сделаем селей. Он так один вахтан кабер. Вот полный такой ложку ложим и еще половину. Все, хватит. Мехманам буквой. И помешиваем. Ну, у нас должна была быть... Вот так. Ага. Смешали до однородной массы. Очень хорошо получилась мучная заправка. Теперь выливаю бульон. И ставим довести до кипения. İdcan uğru ne olur? Tepte de biter olur. Onu ahlıvıt. Приятного аппетита, мини-гостик. Ага. Приятного аппетита всем, кто завтракает в данную минуту. 28 октября, напоминаю, сегодня. И далее мы поговорим о наших сбережениях. Как научиться копить, как сохранить свои сбережения и что такое подушка безопасности. Разобраться во всех этих вопросах нам поможет финансовый консультант, методист проекта Министерства финансов России по повышению уровня финансовой грамотности взрослого населения Светлана Платонова. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Как настроение у вас сегодня? Отлично. Здорово. Спасибо. Итак, с чего же начать вот, сбережения, да? Как начать копить, как создать свою подушку безопасности? И что такое подушка безопасности? Ну, первый шаг, который можно сделать для того, чтобы начать вообще накопления свои, это знать свои доходы и расходы. Потому что если вы не знаете, какие у вас точные доходы и расходы, сложно сказать, какую сумму можно отложить для того, чтобы начать копить. Но подушка безопасности — это такая, я всегда говорю, что это такой не НЗ,
неприкасаемый запас, но все-таки для того, чтобы не просто так откладывать все время деньги бесцельно, должна быть какая-то финансовая цель. Ну, она у каждого человека своя. Кто-то копит на дальнейшую пенсию, кто-то копит на отпуск, кто-то копит на то, чтобы у него просто был какой-то нестяжаемый запас денег, например, в размере 3 или 6 месячных запасов, ну, своих расходов или доходов. Тут уже каждый сам решает. Ну, первый шаг всегда я предлагаю своим, скажем так, там, слушателям, да, вот то, что я предлагаю сделать, 2 важных шага, это в течение месяца хотя бы записывать каждый свой доход или расход, даже самый мелкий, и обязательно проанализировать в конце месяца, значит, и вы увидите свои дыры, те моменты, которые можно улучшить, от чего-то можно отказаться, где-то можно поменять тариф, да, и это будет наглядно вам показывать, какие у вас есть деньги, которыми вы можете уже начать работать. А второй способ — это в начале месяца определять остатки ваших денежных средств, которые вы уже имеете. Вообще у вас остаются ли денежные средства вот от предыдущей заработной платы. Теперь уже вы можете работать. Да? И общее правило для того, чтобы начать копить свою подушку безопасности, это должна быть, конечно, комфортная сумма для вас. Но общее правило — это 10% от любых ваших доходов. Вот приходят деньги, от них 10% сразу же откладываете. Это уже ваше начало. Да? Но довольно сложно просто начать это делать и делать это регулярно. Ну, в этом случае можно себе как бы поставить такую задачу, что я плачу кредит сама себе. Это означает, что я дисциплинированно каждый месяц откладываю определенную сумму, но для себя. То есть она будет уже вас как-то греть, и не банк будет получать от вас ваши деньги, а вы сами будете получать ваши деньги, и время, дисциплина будут работать уже на вас. Светлана, ну вот если мы начинаем откладывать, да, кто-то вот копит свою определенную сумму, да, если достаточно такая немаленькая сумма накопилась, как можно уберечь ее от мошенников, где ее можно хранить? Ну, это очень актуальный вопрос. В последнее время мы видим часто новости о том, что обманывают финансовые мошенники. Да? Тут самое главное — это, наверное, самостоятельно всегда вести учет своих финансов, не доверяя, в принципе, никому, да? Постоянно повышать уровень своей финансовой грамотности. Ну и если, например, вам позвонили и сказали, что якобы из банка звонят и с вашей карты хотят что-то, какие-то деньги снять, да? Прервите разговор и сразу же перезвоните сами в ваш банк. Телефон банка указан на банковской карточке, и сами убедитесь, что так это или не так. Ну, тут других советов быть не может, что только самостоятельно вы ответственны за каждое свое действие, потому что если вы придадите своим мошенникам свои данные карты, то деньги могут, конечно же, списать. Да, очень актуальная на сегодня тема. Но вот все говорят о подушке безопасности, да? Какие правила создания у нее? Ну, правило создания, как я уже говорила, это комфортная сумма. Общее правило — 10% каждого своего дохода откладывать на подушку безопасности. А копить лучше на карте с процентом на остаток или на накопительном счете, потому что задача у подушки безопасности, чтобы в нужный момент можно было легко эти деньги снять. Светлана, но вообще, я вот, если судить по себе, да, мне кажется, что особенность нашего мозга, да, состоит в том, что он как бы не умеет копить. Есть такая у него функция, да, отключить, да? Или все-таки это потому, что мы себя боимся в чем-то ограничивать? Почему так происходит? Конечно, очень сложно держать себя в жестких рамках. И, естественно, просто копить, не давая себе ничего взамен, это сложновато. Поэтому я предлагаю все-таки себя как-то благодарить и небольшие покупки для себя все-таки каждый месяц совершать. Тогда вам будет легче выполнить задачу, накопить свою подушку безопасности и не трогать ее, чтобы она у вас была целая. Вот это самое главное. Если вы увидите первые свои результаты, что у вас накопилась крупная сумма, то вы будете довольны и будете постоянно так делать, и вас будет радовать то, что у вас есть какая-то сумма, тем более в кризисное время желательно, чтобы запасы всегда были.
Ага, Светлана, вы сказали, что 10%, допустим, от заработной платы нужно откладывать, да? Должен ли возрастать этот процент со временем? Конечно, вы можете увеличивать эту сумму, но она должна быть, конечно же, для вас комфортна. То есть вы определяете сами, какую сумму вы оставляете на какие-то повседневные расходы, какие-то, может быть, покупки, да, и даже спонтанные покупки, но только тогда, когда вы уже увидели, что у вас есть определенные доходы, расходы, вы точно знаете свою картину. Вот в этом случае, конечно, можно и больше отправлять, не 10%, например, а 15 или 20%, ну, в зависимости от ваших доходов, конечно. А через какое время можно ее потратить, чтобы вот выработать в себе привычку копить? Ну, тут зависит от того, какая у вас финансовая цель. Если вы достигли своей финансовой цели, например, вы накопили на автомобиль, купили автомобиль или на отпуск, или на более мелкие цели, или на более крупные цели, да, то вы можете в тот момент, когда вам они понадобятся для того, чтобы удовлетворить свою финансовую цель, конечно же, снять и начать заново. Но я рекомендую все-таки, чтобы всегда оставался какой-то неприкасаемый запас, какая-то неснижаемая сумма в бюджете должна быть. Что ж, Светлана, спасибо вам огромное за столь полезный разговор этим утром. Отличного вам дня, хорошего настроения. Ну а вам, дорогие телезрители, чтобы посоветовала бы я, чтобы спать спокойно на мягкой подушке, обезопасьтесь подушкой безопасности. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза, после чего мы с вами снова обязательно увидимся, продолжим говорить об акции «Жизнь без алкоголя. Залог успеха». Оставайтесь с нами. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ Total Body. Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Victory Clinic. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Также мы продолжаем тему республиканской совместной просветительской акции «Жизнь без алкоголя. Залог успеха», которая направлена на профилактику алкогольной и повторной преступности, а также профилактику преступлений. Дома и центры культуры вместе с другими государственными и общественными организациями создают образовательную и воспитательную среду, формирующую культуру здоровья населения. Сегодня в нашей студии заведующий отделом народного творчества Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий Алексей Захаров. Алексей, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну, мы знаем, что на период пандемии, деятельность различных культурных центров, клубов не прекращалась, по сей день работа проходит удаленно. Как справляются, какова ситуация? Ну, безусловно, общая напряженная ситуация по всей республике, она непосредственно влияет на нашу деятельность. Мы, как и все бюджетные организации, переведены на удаленную работу, и, соответственно, все наши большие мероприятия то ли перенесли на следующий год, основные, и, соответственно, то, что мы можем сейчас провести, мы перенесли в режиме онлайн. Но, несмотря на то, что весь современный мир, на самом деле, давным-давно использует в своей практике те же онлайн-школы, будь то это онлайн-тренинги, мы, на самом деле, к этому начинаем привыкать,
так скажем. И, соответственно, мы, думаю, из этой общей пандемии извлечем для себя большой урок и будем это, соответственно, в своей деятельности применять в дальнейшем, я так думаю. Ну, какой на сегодня опыт работы по продвижению здорового образа жизни накоплен, да, в Доме народного творчества? Ну, мы как учреждение культуры, все наши фестивали, мероприятия, культурно-массовые мероприятия, они, безусловно, изначально направлены на ЗОЖ, здравоохранение, так скажем. И, соответственно, мы ни в коем случае не пропагандируем и не отмечаем какие-то либо такие мероприятия, которые, допустим, ну, как День пива, например. Это, допустим, для нас как-то, скажем, отвлеченно. Мы все стараемся культурно-массовые спортивные мероприятия тоже охватывать, допустим, из самого опыта, и, допустим, из самих работников культуры нашего учреждения. Мы сами принимаем, допустим, активное участие в спартакиаде профсоюза работников культуры и средств массовой информации. Допустим, мы в прошлом году участвовали и в своей группе заняли первое место, а в нынешнем году, соответственно, это мероприятие приостановилось, а также мы там шли в онлайн-режиме на 4-м, кажется, месте. Ну и, конечно, все наши мероприятия, они направлены на фестивали, конкурсы, на ЗОЖ, так скажем. А в режиме онлайн какие-то мероприятия проводятся по продвижению? Да, конечно, конкурсы, будь то певческие, у нас, так скажем, на сайте можете ознакомиться, РДНТ ЕКТ.ру, и на нашем инстаграм-канале. Ознакомиться подробнее, да? Ага. А сотрудничает ли Дом дружбы народов с какими-то организациями, да, совместно по пропаганде? Дом народного творчества. То есть, ну, безусловно, у нас есть определенный специалист, который сотрудничает с КДН и ПДН, и, соответственно, они мне предоставили вот такие данные. Я сочетаю с бумажкой, с вашего позволения. В общем, по республике детей до 18 лет насчитывается 194 288 человек. Из них на учете в КДН, ПДН стоят 1680 человек. Это больше в прошлом году на 80 детей. Всего детских клубных формирований кружков насчитывает 1772 единицы. В них охвачено 1909 несовершеннолетних, состоящих на учете. За год проведено 11 722 мероприятия для детей до 14. Охват детей, состоящих на учете, составил 2817 детей. Так, для молодежи от 15 до 18 лет проведено 9495 мероприятий. Охват молодежи, состоящей на учете. Так, и охват составил 3309 детей. И проведено 3021 мероприятие для несовершеннолетних, состоящих на учете. Охват составил 1576 детей. Вот такие у нас данные. О чем это говорит? Ну, соответственно, по статистике, если разобраться, мы охватываем большую часть. И, соответственно, ну, несмотря на то, что детей, состоящих на учете, немножко увеличивается, но общее количество, которое занимается непосредственно в клубных формированиях, их охват растет. И думаю, это, конечно, в конечном итоге повлияет. Alexey, ну какие ближайшие планы у Республиканского Дома народного творчества на сегодня стоят? Так, если взять, так быстренько пройтись, если из ума взять, у нас с 9 по 15 планируется совместно с Союзом театральных деятелей, это я сейчас скажу про народные театры, они могут принять участие в творческой лаборатории. Мы, конечно же, не можем сейчас прямо сказать, будет то это в онлайн-режиме или непосредственно в заочном формате. Это мы информацию сообщим, то есть это надо следить за нашим инстаграмом, РДНТ, ЕКТ, и, соответственно, на нашем сайте все это будет выставлено. Все наши мероприятия мы стараемся выкладывать в наши соответствующие сайты и Инстаграм. Что ж, Алексей, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Желаю вам только плодотворной работы. Спасибо, что этим утром пришли к нам. Дорогие телезрители, хочу напомнить, что сегодня в городе Якутске днем ожидается до -9, -11 градусов. Также у нас подошло сообщение на наш WhatsApp номер. Передают привет всем выпускникам Чурапчинской средней школы 90-го года. С добрым утром из далекого Чакурдаха. С новым днем и желаю новых достижений. Абонент с последними цифрами 8022. Также хочу вам напомнить, что у нас недавно вышло приложение на Android и на всех iOS НВК Саха.
где вы можете посмотреть онлайн нас прямо сейчас в прямом эфире. Также сериалы, все различные передачи. Ждет вас программа передач здесь же. Опять же, вы можете стать нашим личным мобильным репортером, написать нам какие-то интересные новости и внести свою какую-то лепту в наши программы. Также не забывайте носить маски, перчатки, берегите себя, берегите своих близких, своих родителей, пользуйтесь обеззараживающими средствами. Я далее передаю слово своим коллегам из якутского блока Нюргуяне Батуевой и Роману Алексееву. А с вами прощаюсь. До следующего раза. Не забудьте завтра снова включить программу «Новый день» в 7 часов утра на канале НВК Саха. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.